Всем привет! Девушка моего сына ездила в Россию отдыхать и привезла для меня вот такой замечательный подарок. Колода Таро Гарри Поттер. Я очень была счастлива и очень благодарна. Спасибо большое за такой прекрасный подарок. Итак, колода Таро, вдохновленная вселенной Гарри Поттера, представляет собой уникальное сочетание магии и мистики. Каждая карта с символикой из книг и фильмов наполнена глубоким смыслом и помогает разгадывать загадки прошлого, настоящего и будущего. Автор колоды – составитель Евгения Андреева, Ева Таро, а иллюстрации Виктории Денисовой. Мне очень понравилось. Кстати, текст Софьи Мазиной, вот еще тут написано. А также указано, что издание для досуга, для среднего школьного возраста. Итак, рассмотрим наши карты. Вы только посмотрите, какие они шикарные. И тут у нас Шут. Рон стоит на вершине горы и смотрит вперед. За спиной у него сумка, он собрался в путь. Герой полон надежд и энтузиазма. А тут у нас Гарри Поттер познает таинство магии. А вот жрица Полумна Лавгуд. Императрица Гермиона, а вот император профессор Снейп. Здесь профессор Дамблдор, а вот тут Рон лежит на больничной койке. Дальше мы видим Гарри на колеснице. А сила – это Гермиона в руках великана. Отшельник-великан Хагрид, а дальше Гарри, Гермиона, Рон и его родители собрались в круг. Здесь Долорес Амбридж восседает на троне. В повешенном же идет испытание Кубка Огня. И Гарри прощается с Дамблдором. Потом лицо Полумны светится умиротворением. Волан-де-Морт! И бушует страшная гроза. После же ночное небо над Хогвартсом усыпано звездами. В небе висит огромная луна. А утром Гарри летит по небу на гиппогрифе. Потом в самом разгаре битва за Хогвартс и лабиринт, в котором никого нет. Далее Гарри держит в руках свою метлу, а потом выбирает свою волшебную палочку. А здесь ребята на балконе. Веселые совместные вечера и момент яростного столкновения. Рон празднует победу в квиддиче. И Гарри герой в обороне с метлой. И метлы стремятся ввысь, и Гарри сидит и смотрит на Хогвартс в лучах заката. Аластор Грюм идет по дороге. Фред Уизли стоит перед своим домом. И снова Гарри летит на метле. А это взрослая Джинни Уизли с палочкой в руках. И профессор Люпин идет по коридорам Хогвартса. Рука сжимает меч Годрика Гриффиндора. Гермиона замерла на краю обрыва. Огромный паук Арагор пронзен 3 мечами. А Рон лежит на больничной койке. А здесь Драко Малфой измучен боем и подавлен. И вот Гарри садится в автобус «Ночной рыцарь». Крадется Питер Петтигрю. И Сириус Блэк в тюрьме Азкабан. На обломках школы сидит Гермиона. Злой волшебник потерпел поражение. Драко Малфой следит за кем-то. И отважный Невил Долгопупс. А это Белатриса Лестрейндж. И, конечно, Люциус Малфой. Кубок огня. Гарри и Джинни. Праздник в Хогвартсе. Гарри, Рон и Гермиона. Гарри не замечает женщину с кубком, а здесь 5 кубков упали. Тут воспоминания, а тут волшебные зелья. Рон уходит в закат. Пир в самом разгаре. Гарри и Джинни с семьей. Рон у палатки обозревает мир вокруг, романтичный рыцарь на фоне луны. И прекрасная Флер де Лакур стоит на берегу реки. Седрик Диггори – образец для подражания. Крестраж сияет, словно золото. Гарри в распределительной шляпе. Ребята ищут что-то в книгах. Дурсель забился в угол гостиной. Люциус Малфой сидит на земле. А это служащий банка Гринготс. Гермиона ждет под деревом. Гарри занимается зельеварением. Джинни Уизли в роскошном платье. И хранилище волшебного банка. А тут Гарри в доме Дурслей. Рыцарь пытается достать плод. Молли Уизли стоит в саду. И Артур Уизли. Вот такую вот прекрасную колоду мне подарила девушка моего сына. Спасибо большое. Давайте же достанем для вас одну карту, чтобы посмотреть предсказания на ближайшее будущее для вас. Так, это туз жезлов. Прекрасная карта. Она показывает, что открываются перспективы, возможности как для духовного развития, так и энергичность, смелость, крупные проекты. Карта символизирует находчивость, мужество, оптимизм, масштабные замыслы и их успешную реализацию.